Шкумыра, Гзыл-Кыя, Кок-Янгак. Добывали здесь уголь и до революции. Шахтер в бадье спускался словно в могилу и, лежа на животе в узком штреке, рубил кайлом 16 часов в сутки. Вы не увидите здесь этих кадров. Мы не могли их снять в Киргизии, как и нигде в Советском Союзе. Но вместо этого мы сняли другой кадр, который можно снять только в Советском Союзе. Турабай Кулатов, председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, 8 лет назад был шахтером Гзыл-Кыя. Это уголь новой пятилетки. К концу пятилетки в Киргизии добыча каменного угля увеличится в 1,5 раза. В недрах республики не только уголь и ртуть, но и нефть, железо, сурьма, свинец. Кадамжай – это крупнейший в Советском Союзе рудник по добыче сурьмы. Великая сталинская конституция, равной которой не было в истории человечества и нет во всем мире, дала этим в прошлом нищим, голодным кочевникам право на труд, она же дала им право на отдых. Курорты Киргизии. В горах республики целебные источники, по своим лечебным свойствам не уступающие водам лучших мировых курортов. Здесь отдыхают и лечатся шахтеры Гзыл-Кыя и Караганды, литейщики Кадамжая и машинисты Турксиба, хлопкоробы Узбекистана, москвичи и ленинградцы. Эти горы тянутся и за границу, в Китай, но никто на свете не слыхал, чтобы китайский кули отдыхал на курорте. На берегу Киргизского моря Иссык-Куль. А это совсем рядом. Киргизский Артек. Эти дети уверены в своем будущем. Оно прекрасно, как этот ясный солнечный день в высоких горах.
Здравствуй, Иссык-Куль, как приятен ветер Родины, ветер воспоминаний. Герои Советского Союза Даир Асанов и его друг Чартеков приехали отдыхать в родную Киргизию. Даир Асанов с женой Бибихан побывали на любимых местах их первых встреч. Родина. Нет для человека ничего на свете дороже и ближе своей Родины. И куда бы его ни забросила судьба, сколько бы лет ни прошло, с каждым годом все ярче разгораются воспоминания, словно все восходы и закаты солнца золотят их. Среди черных руин Сталинграда и в окоп проникал зеленый свет этих гор, серебряный свет водопадов. Тысячи лет каждый день всходило и заходило. Впервые за 1000 лет поет человек на Киргизском море. Столица Киргизской республики — город Фрунзе. На одной из тихих зеленых улиц в этом домике родился Михаил Васильевич Фрунзе, выдающийся пролетарский полководец, который в годы гражданской войны руководил революционной борьбой киргизского народа. И светлая память о Фрунзе навеки священна для каждого киргиза. Кто ныне вспомнит, что это был затерянный где-то на краю Туркестана захолустный городишко Пишпек, и на этих улицах в лужах валялись свиньи, которых лишь изредка разгонял экипаж полицмейстера, и тогда городовые арестовывали свиней, чтобы не попадались на глаза начальству. Город-сад. Зеленью укрыты прекрасные новые дома, построенные вместо белых мазанок. Нет ни одного южного города без чайханы, где в самую жаркую погоду можно выпить пиалу горячего чая. Фрунзе — город школ, театров, институтов. Медицинский институт. В краю, где веками шарлатанили знахари, теперь больницы и клиники, рентген и микроскоп. Исаак Аноевич Ахунбаев, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой общей хирургии. Его ученики, дети гор.
30 лет назад к этому больному позвали бы знахаря, и он хлестал бы его плеткой, изгоняя из него таким образом злых духов. Сталин широко открыл народу двери к культуре и знанию. Педагогическое училище. В Киргизии, где даже не было своей письменности, сейчас 25 техникумов и вузов и 1500 школ, в которых 200 тысяч детей учатся на родном языке. Это будущие учительницы. У каждой из них будет такой же класс в горных аилах и селениях долин. Музыкальное училище. Эта киргизская девочка, первая в своем роду, сидит у рояля, о котором ее предки не слышали даже в сказках. Внимание. Еще раз. Короче, штрихи. До сих пор он играл лишь в пастуший рожок. Хореографическое училище. 1 класс. Лебединое озеро Чайковского. Танец лебедей репетирует выпускной класс. Старая киргизская мать, снилась ли тебе в юрте, что дочь твоя вырастет белым лебедем? Киргизский филиал Академии наук СССР. Председатель филиала академик Скрябин. Киргизия не знала людей науки. Теперь в институтах и лабораториях филиала Академии наук воспитываются кадры национальной интеллигенции. Почвовед Кадыр Шатымиров работает над научной диссертацией. В группах по изучению курортных ресурсов ведется большая научная работа по изучению целебных источников в Киргизии. Геологический институт. Здесь собраны образцы сокровищ Киргизии. Научные сотрудники Абдулла Ибрагимов и Михаил Сторонин, вернувшись с гор, разрабатывает научный материал экспедиции. На севере Киргизии, в горах Джиргалана, открыты богатейшие залежи угля. Вот образцы этого угля в лаборатории органической химии. Джиргаланский уголь – один из лучших в Киргизии.
в Институте литературы и языка киргизского филиала Академии наук. Знаменитый монащи, бывший батрак Саякбай Каралаев, с уст которого Академией наук записано 700 тысяч стихов Манаса, этой Илиады киргизского народа. 11 веков из уст в уста народные певцы передают величайшую поэму киргизского народа «Манас», о героических подвигах богатыря Манаса в борьбе за свободу и независимость народа. Гробница Манаса. Ни один киргиз не проедет мимо могилы Манаса. Великий Батырь, перед тобой прискакавший с победой над самым страшным врагом твоего народа, потомок твой. В Киргизском государственном ордена Ленина театре оперы и балета. Опера «Манас», созданная киргизскими композиторами и поэтами. Финальная сцена. Возвращение Манаса с победой. Народный привет вам, дорогой наш отец, с берегов лазурного Иссык-Куля, высокогорных аилов Тянь-Шаня, цветущих долин Чу и Таласа. Это была сухая и голодная земля, и мертвая пыль стояла до неба, когда по ней проходили киргизы-кочевники. Но куда бы они ни пришли, горе и голод шли за ними вслед. Великий Сталин указал им путь объединения в колхозы и спас их от нищеты и вымирания. Советское государство дало машины, которые заменили амач, деревянную саху. Колхозные поля бывших кочевников, словно золотое море. Выросли мастера социалистического земледелия. Комбайнер Чайковский, инициатор соревнования комбайнеров республики. Священная заповедь колхозников. Первый хлеб – государству. Сдача хлеба – народный праздник. Эти виноградники сняты не в Крыму и не на Кавказе, а в долине Чу, где никогда не было винограда. И это не